Небольшие ясли для телят, отдельное место для быков и свобода для коров. Здесь все максимально механизировано. Все для решения задачи номер один – повысить удои. План в 4000 литров с одной буренки местные аграрии собираются выполнить уже в следующем году. Одну задачу я выполнила, я построила ферму, а сейчас вторая у меня задача – поднимать производство. Потому что на старой ферме мы никак не можем поднять качество молока. А с качеством молока, если у нас будет и цена реализуемой продукции выше. Если будет цена реализуемой продукции выше, значит у нас будет больше выручки, значит больше будет и можем зарплату увеличить. Стоимость фермы – 6 миллионов рублей. Поначалу не все верили, что за такие небольшие деньги можно построить кирпичное здание, еще и оборудованием оснастить. На проект начинающее хозяйство получило грант от регионального Минсельхоза – 3 миллиона рублей. Помогла и районная администрация. В последнее время оставалась одна очень-очень плохом состоянии ферма от МУП «Зари», где уже было просто-напросто и опасно содержать и коров, и работать. И, конечно, мы поставили для себя задачу, чтобы первым делом именно на этой территории появилась объект сельского хозяйства, ферма, для того, чтобы ни в коем случае здесь вот эти традиции не пропали, а наоборот, может быть, у людей сейчас появится какая-то надежда, желание, и возродим именно здесь сельское хозяйство. По словам вице-премьера Анатолия Князева, ферма в Усть-Вымском районе – хороший пример сельского предпринимательства. Здесь сработал каждый бюджетный рубль. Еще это 14 рабочих мест и свое поголовье. А значит, у жителей этих отдаленных деревень перебоев с молоком точно не будет. Они хотя небольшие по размерам, по поголовью коров, но тем не менее в отдаленных районах, на отдаленных территориях они очень выгодные, удобные для того, чтобы производить на этой площадке молоко. Главное, мы должны доработать молоко, чтобы потом принимать участие в госзакупках. Чтобы это молоко оставалось здесь, на территории, это молоко, чтобы потребляли наши бюджетные учреждения, школы, садики и часть населения, чтобы сюда с других территорий не завозить молоко. Таких активных фермеров региональный Минсельхоз готов поддерживать и впредь. В новом аграрном бюджете средства на гранты для начинающих семейных хозяйств увеличили в 2 раза. Вместо 19 заложили 40 миллионов рублей. В приоритете как раз те, кто выбрал молочное направление. Виктория Палкина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Усть-Вымский район.